Все, кто приходят, работают, детей не с кем оставить. Из-за этого страдает работа, страдает достаток, целые проблемы получаются. Но это мы будем смотреть. Кто по списку? Электронная очередь в детских садах и жилье для сирот стали поводом для проведения приема граждан в общественной приемной Медведева. Анзер хайр оғызы чуағы тоны чуағы олқыды оғыз чуағы олыр. Бережь да кулыцы дезешь уже на артсадик хайр. Всех работников дошкольных учреждений поздравляем с профессиональным праздником, а заодно расскажем о строительстве детского сада в Гамурзееве. А вот столица завораживает триумфальными въездными аланскими воротами, возведенные в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой аланской цивилизации. Сегодня мы отмечаем еще и Всемирный день туризма. Как работает эта сфера, чем привлекает и что Ингушетия готова предложить путешественникам. Для предотвращения возможных аварий и несчастных случаев ингушские МЧСники регулярно проводят тщательную проверку оборудования в домах частного сектора. Зима, холода. Скоро. А значит, время проверять соблюдение пожарной безопасности на соцобъектах и в частных домах жителей региона. Я вот сейчас смотрю на свою работу, я чувствую, что надо еще стремиться к высшему, еще лучше работать. Это дает тоже тебе толчок, посмотреть со стороны. Картина «Несущий свет». Персональная выставка Танзилы Казоевой под таким названием прошла в Музее изобразительных искусств. Это новости 24. Здравствуйте. Более 3600 жителей республики подали заявки на кадровый конкурс «Ингушетия. Курс на обновление». Прием завершился. Многие из конкурсантов уже выполнили задания дистанционного этапа, прислали свои анкеты, заполненные рекомендателями, а также записали видеопрезентации. Все работы необходимо выполнить до 29 сентября. После в проект включится экспертный совет, который будет оценивать качество представленных материалов и решит, кто пройдет в очный этап и финал конкурса. Отмечу, кадровый проект подразумевает открытый отбор наиболее компетентных и мотивированных руководителей, которые готовы включиться в работу системы государственного и муниципального управления. Инициатива проведения конкурса принадлежит главе Ингушетии Махмудали Калиматову. Ожидается, что кандидаты будут отобраны для назначения на руководящие должности министров, руководителей структурных подразделений госвласти региона. Новость об уходе с поста советника главы Ингушетии Исыка Стоева распространилась в сети интернет. Соответствует ли информация действительности, выясняла наш корреспондент Рина Цычоева. Информация о том, что советник, помощник главы Ингушетии Исаак Стоев принял решение покинуть свой пост в социальных сетях, появилась накануне. Авторы паблика в одной из причин назвали несогласие с реализуемой политикой новым руководством. Помимо прочего, еще одна весомая якобы причина ухода – кадровые изменения в республике. Для того, чтобы проверить подлинность информации, мы выехали в администрацию главы Ингушетии. Исам Агамедович отметил, что не может предположить, кому, а главное, зачем нужно было распространять лживую информацию. Если Ингушетин уезжать не собирается, на посту помощника советника главы перед ним поставлены задачи, которые требуют решения. Я совершенно по деловым вопросам уехал и, решив эти вопросы, вернулся. У меня нормальные отношения служебные с новым главой республики по его просьбе. И не только по его одного просьбе, но по просьбе, органов власти. И приехал сюда, меня попросили оказать помощь в разрешении непростой ситуации в нашей республике. Вот. Все вопросы мы решаем по-деловому. Мы по специальности, по предыдущей работе коллеги. Вот. Вы знаете, что я здесь работал с самого начала, с момента образования нашей, участвовал, будучи полномочным представителем президента России в образовании этой республики, прошел через все ужасы, которые нам пришлось преодолевать. Сегодня радуюсь нашим успехам маленьким хотя бы
огорчаюсь очень, когда у нас неудачи и политические, и экономические неурядицы. Исаак Астоев – видный российский политический и общественный деятель. Человек, который душой болеет за республику. Говоря о кадровой политике, отметил, что глава Ингушетии учитывает только профессиональные возможности назначенцев. Руководствоваться не только принципом личной преданности. Это только одно качество. Преданность – вещь нужная. Это одно качество. Главное качество – высочайший профессионализм, порядочность, честность, настойчивость в достижении поставленной цели, и наряду с ними, конечно, не мешает и личная преданность. А когда исходит только из личной преданности, а совершенно никудышный как специалист, как порядочный человек, тогда это во вред и людям, и республике, и народу нашему. Новая команда общими усилиями должна решить ряд вставших перед регионом вопросов. В первую очередь это консолидация общества и реализация федеральных и региональных программ. Надо научиться жить в мире и понимании друг друга. Вот это мое первое, главное желание. Я очень хочу, чтобы наши люди, которые призваны работать с людьми, чьим рабочим материалом являются люди, понимали, что если мы, чиновники, люди образованные, не будем соблюдать законы, так, то с людей этих требовать соблюдения законности, порядочности, честности не имеет права ни один, если он сам не порядочен, не честен, не принципиален, не объективным в решении вопросов, которые ему поручены. Поэтому я хотел бы прежде всего эти. Что же касается социально-экономической, конечно, положение тяжелое. Мне не надо быть большим, я небольшой экономист, я всегда это подчеркивал. Мне достаточно сравнить несколько цифр. Какой бюджет у нас был? Я имею в виду бюджет Ингушской республики. Бюджет, если просто говорить, собираемость налогов в Ингушетии. Было 25 лет назад, когда образовалась республика. И какая собираемость налогов сегодня в Ингушетии? Вы не увидите большой разницы. Зато федеральные средства, которые поступают для этой республики, увеличились в 10, 15, а то и 20 раз. Правильное распространение финансовых средств может значительно увеличить показатели качества жизни. Региону нужно приносить реальный доход, наладить все сферы жизнедеятельности. Рина Сычева, Рахман Цуров, Новости 24. Более расширенный материал вы сможете увидеть в ближайшее время в программе «Обсудим» на национальном телеканале «Ингушетия». Следите за эфиром. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ингушетии прошел прием граждан, посвященный дошкольному образованию и обеспечению жильем детей-сирот. С жителями беседовал руководитель общественной приемной, депутат Народного собрания Республики Мустафа Цуров и замминистра образования и науки региона Петимат Угурчиева. Амина Бокова расскажет. Роза Мартазанова на прием граждан приехала из Малгобека. В очередь в детский сад свою внучку Алиму Роза поставила еще год назад. Тогда девочка стояла первой в списках. Прошел год, а Алима до сих пор сидит дома, хотя и попадает под категорию льготников. Ее отец военнослужащий и сейчас находится в Сирии. Выслушав обращение Розы, представители Министерства образования обещали решить вопрос. Они пошли нам навстречу, значит. Сегодня представитель Министерства образования какой ответ вам дал? Сказал, что будут, значит, дополнительные списки, обязательно девочка будет включена в этот список. С похожей проблемой в общественную приемную обратилась и Роза Тариева. Детский сад укомплектовали, а многодетная мать, попадающую в категорию льготников, продолжает ждать своей очереди. Женщине объяснили, почему меняется очередность, и обещали помочь с решением вопроса. Вы, наверное, в курсе, что в соответствии с положением мы же детей направили в детский сад, и нам нужно выждать 70 дней. Мы сегодня ищем детей, которых направили. Если дети не придут, мы будем проводить повторное комплектование. Вот при повторном комплектовании, я надеюсь, ваш вопрос решится.
Несмотря на то, что в последние несколько лет даже в самых отдаленных селах республики активно строятся детские сады, мест в дошкольных учреждениях по-прежнему не хватает. Дети могут годами стоять в очереди, пока не достигнут 7 лет и сразу не отправиться в школу. Дело в том, что электронная очередь постоянно движется из-за появления в ней льготников. Это дети-сироты, инвалиды, а также выходцы из малоимущих семей. Поэтому депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров выступил с инициативой выделения квоты и для работающих родителей. Все, кто приходят, работают, детей не с кем оставить. Из-за этого страдает работа, страдает достаток, целые проблемы получаются. Но это мы будем смотреть, если законодательно позволит, то наше законодательное собрание будет выходить с такой инициативой, если это будет целесообразно. А так, хотелось бы обратиться к гражданам. У нас в январе, феврале, в апреле сдаются еще дошкольные образовательные учреждения. Их недостаточно, но они строятся, и республика, и глава республики старается выбить новые объекты для того, чтобы обеспечить. До конца 2020 года, наверное, обеспеченность детьми дошкольного возраста у нас будет в разы выше, чем сейчас. Очередь в детские сады – не единственный вопрос, который волнует родителей дошкольников. Остро стоит и проблема обеспечения жильем детей-сирот. На закупку квартир для этой категории граждан в этом году региону выделено 34 миллиона рублей. А это значит, что жилье получит только 34 человека из более 900 сирот, проживающих в Ингушетии. Поэтому Мустафа Цуров хочет вынести на рассмотрение парламента республики инициативу об особых правах для круглых сирот. На мой взгляд, на взгляд законодателя, в первоочередном порядке надо круглых сирот обеспечивать, на мой взгляд. Но, к сожалению, законодательство говорит совершенно о другом, об обеспечении всей категории детей-сирот, полусироты там. Поэтому вот круглым сиротам приходится наравне с другой категорией участвовать в этом конкурсе. Мне кажется, надо было бы круглых сирот вывести в первую очередь. В первую половину дня в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обратились 8 человек. Подобные приемы граждан будут проводиться здесь каждый квартал. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Сегодня в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Напомню, в Ингушетии до 2024 года в рамках реализации нацпроекта «Демография» планируется строительство 17 детсадов, готовых принять 220 малышей в возрасте 1,5 до 3 лет каждый. Одно из них возводится в селении Гамурзиево. Репортаж Маки Дударовой. Строительство детского сада в Гамурзиеве почти завершено. Стены объекта возведены не полностью, однако в некоторых проемах уже успели установить окна. На этом этапе кладка, контур есть янитха, перегородка есть вахжлато, 10-го отбоя, 10-го кашля. На первом этаже закончили работу по электропроводке. Сейчас здесь штукатурят, затем приступят к шпаклевке. В игровых зонах и в спальнях детей необходимо проложить теплый пол. В здании также предусмотрят 2 лифта, один из которых грузовой. Фасад датуи, штукатурка, 2 этаж, первый, второй, штукатурки, стяжки, кафель дают. В Гамурзиеве проживает более 12 тысяч человек. Дошкольного учреждения до сих пор здесь не было. Во многих семьях есть малыши, родителям приходилось их распределять по детсадам других населенных пунктов. бирж дакулыца дезеш уже на арт садик хайр. Угыз мол должбанах садики бирж дакулыжды. После всех работ внутри здания приступят к внешнему фасаду объекта, благоустроят двор. Необходимо возвести подпольную стенку, над основанием которой уже начали работу, после чего обустроят детские площадки. Игровая площадка, ясельные группы, старшие группы, игровая площадка, трансформаторные котельные, мест в строящемся детском саду хватит на 220 малышей. Возведение нового социально значимого объекта – это еще и дополнительных 60 с лишним рабочих мест. Свыше 50 лет детского садика в Гамурзинском округе не было.
Строительство детского сада начато в начале июня. Объект необходимо сдать до конца года. Это будет не единственный детский сад в Гамурзееве. Второе дошкольное учреждение на 220 малышей появится за Алхачурским каналом. Мака Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Край башен и легенд со своей неповторимой природной архитектурой и уникальными сооружениями ингушских зодчих привлекает сотни людей со всего мира. Только с начала этого года уже зафиксировано более 100 тысяч туристов. Около 10 тысяч из них иностранные гости. Кроме того, наш регион попал в рейтинг этнического туризма National Geographic Travel Awards. Сегодня Всемирный день туризма. О важности этой сферы, культурном и экономическом значении расскажет наш корреспондент Залимхан Калоев. Жемчужина Кавказа, величественные горы, средневековые башни предков и неописуемая природа. О существовании этой сокровищницы в России знают не все. Даже несмотря на то, что турпоток с каждым разом увеличивается, только с начала этого года уже зафиксировано более 100 тысяч туристов. Около 10 тысяч из них иностранные гости. Пик туристов в регионе приходится на лето. Это гости из США, Израиля, Германии, Австрии, Бельгии, Китая. В общем, жители всего земного шара. Ежегодно для всех желающих открывается и гастрономическое путешествие «Халяль-тур». Познакомиться и окунуться в историю, культуру, традиции и найти тот самый национальный колорит в ингушских домах. Of the hospitality of the Ingush people, now I know that Ingush people are really friendly and hospitable. Меня очень впечатлило гостеприимство ингушского народа, и я теперь знаю, что они очень дружелюбные, и мне очень понравилось. I really like the corn and you dip it into something. Мне очень понравилось хлеб из кукурузы и макать в этот соус. Не так давно в горах был открыт совершенно новый маршрут под названием Экачожинский водопад. Сегодня он крупнейший в регионе, и таких живописных мест, доступных для туристов, немало. Набирается определенная группа, также организуем восхождение, и любой человек, кто, опять же, для нашего народа восхождение на Столовую гору является как бы таким очень существенным событием, и эта гора для нас очень важная. Если сравнивать, здесь проводить аналогию, то так же, как, допустим, для японцев гора Фудзияма. И хотелось бы сказать, чтобы больше людей приезжало и посещало вот эту гору. И поэтому маршрут называется «Тропой предков». И вот мы анонсируем вот восхождение, делаем рекламу в различных социальных сетях, и когда набирается группа, опять же, каждый раз поднимаемся и проводим экскурсию. Вот. Также есть у нас интересный маршрут по башенным комплексам, включая Эгикал, Таргим, Эрзи, Волнушки наши знаменитые. А также интересным маршрутом являются маршруты по святилищам, которых у нас в Горной Ингушетии очень много. Такие святилища, как Магой-Ердей, Томги-Ердей. В Ингушетии развивается не только горный, но и равнинный туризм. К примеру, мемориал памяти и славы – уникальный историко-архитектурный проект, являющийся не только визитной карточкой республики, но и символом духа любви к родине, мужества и стойкости народа Ингушетии. Сложное гармоничное сочетание архитектуры и природы. А вот столица завораживает триумфальными въездными аланскими воротами, возведенные в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой аланской цивилизации. И, конечно, центром притяжения всех туристов можно назвать Башню Согласия. Самый высокий в мире этнографический музей открыли в этом году. На первом этаже четырехэтажная башня в разрезе, которая поделена на две части – мужскую и женскую. Вся внутренняя отделка из дерева и природного камня. Впрочем, все как в настоящей древней башне. Всемирный день туризма – праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля. С внутренним туризмом развивается и внешнее. В регионе немало турагентств, которые занимаются организацией отдыха. Белла Тур уже более 10 лет предлагает жителям путевки в самые разные страны. Открыты также вылеты в Египет. Для желающих сэкономить и в то же время провести незабываемый отдых можно дождаться горящих туров или заранее запланировать поездку.
Однако двери открыты далеко не во все страны, и в этом случае обязательно требуется виза. С этого года мы стали официальными представителями единого визового центра и начали заниматься визами в Шенген-зону. Помимо визов в Китай, Кипр, Болгария. Самые популярные страны, входящие в Шенген-зону, это Франция, Италия, Мальта и Чехия. Они рады предложить и пляжные туры, и горнолыжный отдых, морские и речные круизы, шоп-туры и экскурсии в удивительные места. Также большим спросом пользуются у нас туры в Арабские Эмираты, в Азию, Сингапур, тот же самый Таиланд. Но на данный период, вот на октябрь, у нас чаще всего берут туры в Стамбул именно. Потому что для пляжного отдыха Стамбул не подходит. Стамбул чисто для экскурсий. Стамбул плюс Каппадокия обычно. За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстро растущих и наиболее важных секторов экономики в мире. А для некоторых стран он является даже основной статьей дохода бюджета государства. Всемирный день туризма отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Первый зерносушильный комплекс появится в Ингушетии в 2020 году. Построить комплекс намерен инвестор из Кантышева. Он возведет зерносушилку, которая сможет хранить до 25-30 тысяч тонн зерна одновременно. На объекте смогут держать и перерабатывать зерно все предприятия региона, как частные, так и государственные. Отмечу, что в республике имеется 14 ГУПов, которые занимаются выращиванием зерновых. Во второй школе Кажева пожар. Возгорание произошло в кабинете физики. К счастью, это просто легенда учений. Во всех образовательных учреждениях республики проходят учебные проверки и профилактические мероприятия, инициированные региональным Минобром. О том, насколько хорошо знают учащиеся технику безопасности и как отреагировали на это ЧП, расскажет наш корреспондент Жаридат Халухоева. Понял, принял. Сигнал о тревоге слышен в каждом уголке пожарной части, так что на оповещение огнеборцы реагируют сразу же. В их распоряжении всего минута на сборы. За это время они успевают одеться, сесть в машину и выехать на место возгорания. Ровно столько же времени, а точнее минута и 32 секунды потребовалось коллективу и школьникам Кажевской второй школы, чтобы покинуть здание. Все выходы открыты, процесс эвакуации проходит слаженно и оперативно. Не заставил себя ждать и пожарный расчет. Оперативно сориентировавшись на месте, спасатели спешат потушить условный пожар. Найти очаг возгорания и ликвидировать стихию не составило труда. По легенде, пожар случился в кабинете физики. Как отметили огнеборцы, если бы в каждом здании вот так же быстро реагировали на сигнал о пожаре и оперативно выводили людей, возможно, и жертв при реальных чрезвычайных ситуациях было бы намного меньше. Эвакуация очень хорошая, минута с чем-то секунд. Быстрая эвакуация детей, очень хорошая работа, обеспечение, допустим, проездов, все. Могу заметить, что и в некоторых школах нет подъездов. Допустим, нельзя заехать там или там плитка везде укладывать, ложена плитка. А тут можно спокойно подъехать. Как показала сегодняшняя проверка, в школе соблюдены все необходимые меры. Имеется система пожаротушения, лестница, вентиляционные и домовые каналы в рабочем состоянии. Помимо всего прочего, вся необходимая информация об аварийных выходах на виду на всех этажах. В среднем здание занимает около 1000 квадратных метров. И здесь имеет обеспеченность 5 выходов, один центральный вход, и затем все остальные выходы предназначены для эвакуации при чрезвычайной ситуации. При этом везде имеются все указатели, где показано порядок движения эвакуируемых, в зависимости от нахождения, в каком крыле находится учащихся. Все это обеспечивает, дает возможность провести на должном уровне подобные мероприятия. Я считаю, что сегодня мероприятие прошло нормально, мы достигли своей цели и выполнили поручение.
Несоблюдение элементарных норм безопасности может привести к трагическому исходу. В учебных заведениях в этом плане свой определенный регламент, вплоть до этажности школы. Здание не должно быть выше 3 этажей. Обязательно тревожная кнопка, ручной пожарный извещатель, сигнал от которого идет непосредственно на пульт подразделения пожарной охраны. Как им пользоваться и как вообще вести себя при ЧС в школе, знает каждый ученик. Надо маленьких пропускать вперед и нельзя бежать и что-нибудь с собой, остаться что-нибудь с собой захватить. Нужно проверять, нужно помогать тому, кто упал, и вместе с ним быстро выходить. По урокам БЖ нам всегда объясняют, что надо делать в эвакуации, если что-нибудь случится. Мы должны тихонько выйти, не беспокоиться, не переживать. И везде у нас висят стенды по безопасности. Как надо вести себя в школе, что надо делать. Пожарная тревога вместо звонка звенит не только в Икажевской второй школе. Учебные проверки и профилактические мероприятия на предмет соблюдения техники пожарной безопасности по поручению Министерства образования проводятся во всех образовательных учреждениях Ингушетии. Жардат Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24. И в продолжении темы сотрудниками МЧС совместно со специалистами газовых служб проводятся плановые рейды на предмет безопасного использования внутридомового газового оборудования жителями региона. О том, как прошел рейд в Назрановском районе, расскажет Микаил Тангиев. Природный газ – один из самых чистых и дешевых видов топлива, нашедший широкое применение в бытовой сфере. С его помощью обогревают дома, воду, используют в бытовых плитах для приготовления пищи. Но в то же время самым крупным недостатком природного газа является опасность его утечки или даже взрыва. Для предотвращения возможных аварий и несчастных случаев ингушские МЧСники регулярно проводят тщательную проверку оборудования в домах частного сектора. В этом доме по улице Степная проживает семья из 3 человек. Не успевают МЧСники войти в дом, как тут же фиксируют ряд нарушений в использовании газовых приборов. В первую очередь проверяют герметичность соединений шлангов и кранов газовых плит. В 50% случаев износ именно этих деталей приводит к утечке газа. Выводки обычные шланги, газ идет и утечки вытечки проблем. Они используются, конечно, даже газа, но сам способ Кроме того, проверке подлежит техническое состояние газопровода, проложенного к сети газораспределения. Здесь тоже не все в порядке. Завершив плановую проверку, сотрудники МЧС провели с жильцом дома разъяснительную беседу о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и выдали специальную памятку. Какие действия надо предпринять, когда уходишь из дома в случае утечки газа. Все там прописано. Одним словом, если вам что-то непонятно, вы можете в любое время обратиться к специалисту. Безопасность в сфере газоснабжения по-прежнему остается одной из наиболее актуальных тем в нашем регионе. Главная опасность, по мнению специалистов, зачастую кроется в недобросовестности самих потребителей газа и, как результат, в ненадлежащем техническом состоянии газового оборудования. Нередкие случаи подключения газа при помощи резиновых шлангов вместо железных, как того требуют правила, из-за чего кабели со временем изнашиваются, появляются видимые нарушения изоляции. У нас есть прибор газоанализатор АНМ-3. Этот прибор определяет газовую утечку. В данный момент мы проверяем на утечке газа с этим оборудованием. Там есть функция, определяющая газ, там всякий этанол, бутанол, пропан, бутан. В данный момент мы проверяем сейчас, есть ли утечка или нет. С приходом отопительного сезона необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности в жилых домах и квартирах. МЧСники предупреждают, халатное отношение к электрооборудованию может привести к плачевным последствиям. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Как известно, в сильные похолодания, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные нагревательные приборы, такие как плитки и электрообогреватели. Если соблюдать правила пожарной безопасности и при эксплуатации электрооборудования, например, такие как эксплуатировать электропроводку и кабели с видимым нарушением изоляции запрещено, а также запрещено пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями. Следует отметить, что с 2016 года в соответствии с федеральным законом предусмотрена административная ответственность за нарушение правил обеспечения
обеспечения безопасного использования и содержания газового оборудования. Размер административного штрафа за это правонарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Правила использования квадрокоптеров ужесточили в России. С сегодняшнего дня их нужно регистрировать в Росавиации. Теперь подняться в воздух без специального разрешения ведомства не смогут беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов. Зарегистрировать беспилотный летающий аппарат необходимо в течение 10 дней после покупки. А у тех, кто купил такой аппарат до вступления в силу новых правил, есть месяц для постановки его на учет. Чтобы зарегистрировать устройство, необходимо подать заявление на включение в единый реестр. Сделать это можно по почте или через портал госуслуг. За несанкционированный запуск квадрокоптера на открытой местности придется заплатить от 2 до нескольких десятков тысяч рублей. В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии прошла персональная выставка картин художницы Танзилы Кадзоевой. Автор представил более 40 работ, написанных в самых различных жанрах. Танзила Кадзоева – участница многочисленных выставок и за пределами республики. С 2009-го является членом Союза художников Ингушетии. Картины, несущие свет, в материале Рины Цычуевой. Тайна, которая скрыта за каждым пейзажем и за каждым натюрмортом. Нам автор говорит его в цвете, уникальной построенной композиции и очень тонко наложенной цветовой палитре. Иллюзия в каждом полотне, четкие линии и оригинальность, присущая художнице. Вот они, картины, несущие свет. Свою персональную выставку Танзила Кадзоева так назвала не случайно. Автор воплотил в реальность задуманное. Здесь представлены более 40 работ. На холсте умелыми руками мастера оживает и самобытность ингушского народа, современные мотивы обыденной жизни и цветы, любимые всеми. Я вот сейчас смотрю на свои работы, я чувствую, что надо еще стремиться к высшему, еще лучше работать. Это дает тоже тебе толчок, посмотреть со стороны на уровень твой. Я самокритична очень. И могу даже, вот мне не нравится моя работа, хотя всем нравится, я говорю, нет, я знаю, что я могу больше и лучше. Но это со стороны лучше, когда начинается видеть, когда это персональная выставка. Ты понимаешь, что тебе где еще расти, где еще познавать. Я это принимаю, свою критику, и стремлюсь к этому. Автор работает в самых разных жанрах. Вдохновение помогает расширить композиции и добавить немного плюрализма. Время требует современного искусства и нового мышления от художницы. Первые 2 выставки Танзилы Кадзоевой прошли в 2011 году. Эта картина одна из первых Танзилы. И сирень была сорвана дома. Куст был дома, стоял. Поставили на вазу. И она как-то посмотрела, и такие впечатления у нее были, что она взялась за карандаш, за свои краски и быстренько написала нам эту картину. Вот. Одна из первых картин ее. Очень рада, что девочке получилось все. Поздравить художницу с первой персональной выставкой приехали ее друзья, родные и ценители искусства. Депутат Народного собрания Ингушетии Жансурат Аушева отметила, что давно знакома с картинами Танзилы Кадзоевой. У автора особенный почерк. Они производят очень приятное впечатление, вызывают очень приятные эмоции, для чего, собственно, искусство и существует, чтобы увидеть людям лучшие чувства, эмоции, делать приятной нашу жизнь. Все это в этих картинах присутствует, они радуют глаз, они вселяют оптимизм в наши души, гамму положительных эмоций вызывают. Я вас призываю чаще приходить на выставки. Помимо основной деятельности, Танзила Кадзоева учит детей рисовать, открыла собственную студию и раскрывает возможности талантливых детей. Наши ингушские художники, вообще ингушская художественная школа, она имеет свой оттенок такой. Это и с ментальностью связано с нашей, и с национальными какими-то традициями. Вот они эту нашу душу ингушскую, скажем так, нашу национальную, нашу ментальность они показывают. Танзила Кадзоева, она, во-первых, прекрасный художник. Мы это все видим. И по тем картинам, которые она сегодня выставила,
разнообразие этих картин. К этой выставке она готовилась уже давно, с чем мы ее поздравляем. А на выставке она сегодня представляет около 40 работ, это живописных полотен. Направление ее – это натюрморты, пейзажи. Работы сами по себе очень красочные, яркие. Думаю, сегодня огромный интерес будет у зрителей. Он, в принципе, и вызывает интерес, так как художница уже Тандила давно себя зарекомендовала, не только у нас в республике, но и за ее пределами. И очень часто она выставлялась у нас в музее. Мы ее включали в разные мероприятия, где ее работы пользовались огромным интересом. Сегодня ее первая персональная выставка у нас проходит в стенах музея. Мы ее поздравляем. Автор планирует пополнить свою коллекцию картин, искать вдохновение и создавать новые полотна. Рина Сычоева, Новости 24. Завтра в Ингушетии стартует открытый чемпионат по джиу-джитсу. Соревнования пройдут в Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева в Назране. Участие в них примут более 600 спортсменов из регионов Северокавказского федерального округа и других субъектов России. В программе соревнований предусмотрены категории как для детей, так и для взрослых. Муса Измайлов подробно. Здесь на татами сойдутся более 500 участников со всего Северного Кавказа. Для Джамалдина Гойгова путь в джиу-джитсу только начинается, и к предстоящему турниру настроен серьезно. С залом ознакомился, прочувствовал ковер и с нетерпением ждет схваток. Подготовка, можно сказать, уже поступила к завершающему этапу. То есть в последнее время работали над чистой техникой, дорабатывали, оттачивали те приемы, над которыми мы работали ранее. Сетка выстроена, то есть организация ВБЖ позволяет нам просмотреть уже полностью сетку, с кем будем выступать, когда выступать. То есть организация турнира на высоте, можно сказать. Джиу-джитсу специализируется на переводе противника в партер и в последующем использовании техники борьбы на земле. Этот стиль борьбы включает в себя удушающие и болевые приемы, с помощью которых можно заставить противника сдаться. Еще один представитель нашего региона – Дэнни Цамаев. Он победитель недавно прошедшего в республике турнира Гран-при по грэпплингу среди юношей. Дэнни будет выступать в весовой категории до 45 килограммов среди участников 2006-2007 годов рождения. Перед камерой довольно-таки стеснителен, но на ковре настоящий маэстро борьбы. Мы неделю 6 раз делаем тренировку. Больше всего внимания уделяет тренер на технику и на физику. Как видите, зал уже у нас готов. Положили татами, оформили зал полностью. Значит, установили весы для взвешивания участников. Ну и ждем завтра уже приезд участников. Джиу-джитсу в республике зародился сравнительно недавно и с каждым годом набирает все большую популярность. Подтверждение тому первые соревнования по этому виду спорта, организованные в республике. Целых 2 захватывающих дня ждут болельщиков и бойцов. После чемпионата России по дзюдо, который завершился совсем недавно, татами поменяли, положили новые специально по джиу-джитсу. Ну а здесь появились дополнительные трибуны, чтобы арена смогла вмещать в себя больше болельщиков. Ведь, по словам организаторов, турнир обещает быть зрелищным. Муса Измайлов, Адам Далаков, Новости 24. Сейчас анонс. Завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости из КФО» с Зелимханом Калуевым. И вот что вы увидите. Торжество света. Электроподстанция Плиева-Новая открыта. Школы, детские сады, больницы. С каждым годом будет повышаться потребность в электроэнергии, чтобы у нас в республике всегда было светло. Не только днем, но и ночью. В Ингушетии запустили один из самых масштабных проектов на Северном Кавказе. Рыбы много не бывает, морские деликатесы и кулинарные изыски. Блюда, которые готовили наши хозяйки в нашем районе. Блюда из рыбы. Фаршированный сазан, котлеты, тефтели, хе. Рыба жареная, рыба отварная. В Дагестане прошел республиканский фестиваль «Каспийская рыба». Оптимизация промышленного производства. Ученые из Карачаево-Черкесии готовятся сделать прорыв в машиностроении. Уникальность данной установки, что она позволяет наносить мелкодисперсные покрытия, то есть они близкие к наноструктурным, что позволит повысить их прочностные и другие технические характеристики. Какую пользу принесет эта разработка промышленности? Они умеют не только готовить борщ и пельмени, женщины, которые разбивают стереотипы. Я люблю машину, машина – это моя жизнь, это моя работа, машина – большой помощник, поэтому мы с ней не расстаемся. В Ставропольском крае подвели итоги краевого конкурса «Автоледи Ставрополья». Имена ваши становятся известными, бессмертные подвиги наших предков. Шипами, металлоискателями,
находили металлические вещи, которые могут быть рядом с ними. В Ингушетии состоялась торжественная церемония закрытия межрегиональной вахты памяти. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.